Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам. Отвечая на ваш вопрос, наверное, должен буду начать с того, что необходимо рассказать небольшую предысторию принятия, подготовки этого соглашения. Была проделана очень большая и кропотливая работа. В рамках проделанной работы, докладываю вам, довожу до вашего сведения, что первично проект, направленный нам, нашими российскими партнерами, предусматривал признание и приведение в исполнение судебных решений по коммерческим экономическим делам в одностороннем порядке. То есть предполагалось в первичном проекте соглашения, что решения судов Российской Федерации будут распространяться на территорию Республики Абхазия, но не обратно. Разумеется, мы категорически не могли принять такую позицию, такое предложение и, провели ряд консультаций, по итогу которого нам был направлен второй проект, подчеркиваю, проект пока еще соглашения, который уже устанавливал так называемую зеркальность, то есть исполнение судебных решений, принятых в Республике Абхазия, чтобы исполнялись в Российской Федерации, и наоборот, решения, принятые российскими судами, чтобы исполнялись на территории Республики Абхазия. Но в то же время был момент, связанный с тем, что второй, условно назовем его, проект этого соглашения касался всего спектра гражданских правоотношений. То есть предмет правового регулирования был очень широкий и затрагивал огромное количество сфер нашей с вами жизни. Мы вышли на очередной этап переговоров, по итогу которого мы с нашими российскими партнерами приняли решение сосредоточиться на тех позициях, которые есть и заложены в нашем национальном законодательстве. И итоговое соглашение, которое сегодня является предметом обсуждения, всем хорошо известно, уже приобрело название соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. То есть мы сузили тот изначальное предложение до конкретных экономических споров, принимаемых арбитражными судами. Вот это была предыстория вопроса. В завершении первичного своего выступления скажу о том, что наша позиция основывалась исключительно на нашем национальном законодательстве. То есть наше процессуальное законодательство, наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывал и закладывает по сегодняшний день в себе именно те нормы, которые фактически мы изложили в том соглашении, которое мы подписали и ожидаем ратификации парламентом, народным собранием. Могу совсем коротко представить вам, там есть, например, у нас в арбитражно-процессуальном кодексе, чтобы было понятно, прям зачитаю, цитата была: соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, это то соглашение, которое мы подписали, а глава 28 арбитражно-процессуального кодекса называется «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». И сразу 262 статья «Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства. Спасибо за предоставленное слово. Я изначально придержался той позиции, которую вы в самом начале своего выступления задали, не посчитал нужным кого-то перебивать. Спасибо. И думаю, что если позволите мне тоже высказаться, я записал к себе все эти тезисы, которые вы здесь озвучили, и вынужден по ним постараюсь быстренько пробежаться. От ГУР, если позволите, я буду ссылаться в том числе на вас, на ваше выступление. Вы сегодня большую часть из этого повторили. Буду цитировать. Вы как-то на одном из выступлений сегодня повторили, сказали о том, что ссылка на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Я бы здесь совсем коротко вам спарировал о том, что, например, Конституция Республики Абхазия в 11 статье указывает следующее. Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в международных пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, других общепризнанных международных пактах. То есть, как минимум, Конституция, с учетом того, что мы ограниченно признанное государство, нас большое количество стран пока еще не признали,
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года фактически присоединились к этому пакту. И если вы мне скажите сразу, если мы друг друга перебиваем, я тогда не буду здесь по 20 минут молчать, буду перебивать в том числе. Сказали, поэтому я вынужден был вмешаться. Нет, вы тоже сказали аргументы, с которыми я не согласен. Давайте установим правила. Если мы перебиваем друг друга, то я буду это делать в том числе. Я это сделал вынужденно, потому что я тоже был вынужден много с чем не согласиться из того, что вы говорите. Параллельно будем разговаривать. Я вам скажу. Давайте договоримся. Либо мы говорим, мы слушаем друг друга. Я после, конечно, вы после, у вас будет возможность ответить. Очень много то, с чем вы сказали, я не согласился. Но я выдержал, выслушал лично вас в том числе. И в начале своего выступления попросил вас меня выслушать. Вы на мои слова не ссылались, но вы обращались ко мне. Я еще раз цитирую. Ссылка на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Значит, ссылка на конвенцию ООН, на Всеобщую декларацию прав человека, на Международный пакт об экономических и социальных правах делает нашу Конституцию абсолютно ничтожной. Я продолжу задавать вопросы. У нас есть соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. Наш стратегический партнер. Там, в этом соглашении, очень похоже на то соглашение, которое мы обсуждаем, есть ссылка на Конвенцию ООН по морскому пароходству 1982 года. Есть ссылка на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Мы хотим сказать, что этот договор тоже ничтожен, следуя этой логике. С правовой точки зрения, как юрист, я с этим не согласен. Ответ на этот вопрос кроется в законе Республики Абхазия о международных договорах, в котором есть статья, которая называется «Присоединение». Мы присоединяемся к международным актам путем ратификации соглашения, либо части акта, либо полностью его содержания. Здесь все четко написано в нашем законодательстве. Вы в вашем выступлении сегодня говорили о том, что значит, в своем выступлении предыдущем называли мое имя, фамилию конкретно. Я ни в коем случае не поверю, и вы сегодня это повторили, что решение, скажем, Творчалского суда будет исполнено в России. И никто гарантий не даст, ни министр Барцыц, ни Александр Анкваб, ни Аслан Бжани не могут гарантировать, что решения абхазских судов будут исполняться в Российской Федерации. Вы сегодня это повторили. Так ведь дело в том, что мы действительно до сегодняшнего дня, ни я, ни те люди, которых вы перечислили, не можем вам это гарантировать только потому, что отсутствие международного соглашения не позволяют решения с большим уважением к Творчеле исполнять в Российской Федерации. Мы ничего и не собираемся вам гарантировать. На то и нацелено данное соглашение, чтобы ни Анри Барцыц, ни премьер-министр, ни президент что-то не гарантировали, чтобы вам, нам и всем нашим гражданам решение моего родного Гудаутского суда исполнялось в России, будут гарантировать не люди, а будет гарантировать межгосударственное соглашение, несущее высшую юридическую силу, чем национальное законодательство. Я иду дальше по тем тезисам, о которых вы говорили. Я уверен, что министр юстиции Барцыц прекрасно понимает размеры судебной системы, сегодня вы тоже это повторяли, России и размеры судебной системы Абхазии. Фактически, я цитирую вас, речь идет о поглощении одной судебной системы другой. Мы 30 лет выстраиваем свою суверенную систему судебную, и сегодня этим соглашением, где всего лишь 5 страниц, мы перечеркиваем все 30 лет наши усилия по созданию судебной системы. Я с вами не согласен в этом пункте, потому что, скорее всего, вы немножко перепутали термины. Судебная система – это система судов, это совокупность всех судов судебной системы, осуществляющих правосудие. Это количественный показатель. Но ключевой момент – это судопроизводство. Вот судопроизводство – это регламентированная нормами процессуального законодательства деятельность, направленная на осуществление правосудия. Если вы говорите об этом, то в контексте сказанного вами, вашей цитаты,
О каком поглощении может идти речь? Ведь неважно, какое количество судов в количественном смысле в Абхазии или в России. Важно то, что судопроизводство подчиняется нормам процессуального законодательства. А объем процессуального законодательства как в России, так и в Абхазии, ну, сейчас условно скажем, плюс-минус примерно одинаковый. В этой связи с этим тезисом я тоже не могу согласиться. Вы сегодня озвучили, я не выхожу за рамки вашего выступления, я продолжаю, исходя из того, что вы сказали. Сегодня вы говорили в прошлый раз, сегодня вы повторили. Где гарантии, что гражданин России, пользуясь всеми правами гражданина России грузинской национальности, который покинул Абхазию, обратится, чтобы восстановить свои права на имущество, которое здесь осталось? Я и с этим тезисом, извините, не могу согласиться, потому что, исходя из сути того соглашения, которое мы принимаем, в рамках исполнения будут рассматриваться исключительно, я же не зря начал в начале своего выступления, что мы сузили, исключительно вопросы экономической, предпринимательской деятельности. С нашей последней, дай бог, последней, чтобы больше войны никогда у нас не было, у нас есть герои, нам этого хватает. Прошло уже 30 лет. Есть вопросы исковой давности, есть вопросы бесхозяйных зданий, сооружений и так далее. Все эти вопросы уже 3 раза по 10 лет как сняты. И поэтому прогнозировать, исходя из норм процессуального законодательства, на которое направлено данное соглашение, о том, что какие-то вообще формы заявления будут, ну, у нас какой-то бизнес есть с грузинами, может быть, я чего-то не знаю. Может, мой ответ есть, нет, не мой ответ, ну, сейчас, да, вы правы, не знаю, но очень надеюсь, что нет. И даже если что-то такое есть, я говорю, что надеюсь, что нет, я не знаю. И исходя из норм, которые заложены в этом соглашении, и я возвращаюсь к арбитражно-процессуальному кодексу, у нас есть возможность, когда к нам приходит судебное решение, ну, придет судебное решение Российской Федерации к исполнению, мы здесь имеем основания отказа. И к основаниям отказа относится такой пункт, как нарушение публичных наших с вами, нашей страны прав и так далее. Ну, вы это все видели, читали. И заканчиваю. Значит, очень много было сказано о количестве страниц этого соглашения. Ведь я же действительно, еще раз повторяю, не зря начал с того, что это Венская конвенция. Соглашение действительно небольшое по количеству страниц, но я хочу вам зачитать статью нашего арбитражно-процессуального кодекса 262. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, немного пропущу, признаются и приводятся в исполнение в Республике Абхазия арбитражным судом, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором. То есть я сейчас зачитываю вам статью нашего арбитражно-процессуального кодекса, который был принят 21 ноября 2014 года. Уважаемый вы были депутатом парламента. Это арбитражно-процессуальный кодекс Республики Абхазия, статья 262. То есть вы были в числе тех депутатов, наших народных избранников, которые эту статью заложили. И не просто статью, целую главу. То есть, из чего мы исходим? Наш законодатель в 2014 году заложил не просто статью, а заложил целый механизм. Здесь глава называется «Производство». Здесь как принимается заявление, что должно быть, какие вопросы рассматриваются. Все здесь подробно. То есть вы же указываете на то, что соглашение короткое. Но в этом и смысл, что это соглашение раскрывает вот эту одну единственную статью, которую вы, как депутаты, заложили, а мы сегодня реализуем механизм, который вы заложили. Мы сегодня реализуем механизм. И я с 2014 года, ну, откровенно вам скажу, не примите ни в коем случае, я вот к вам обращаюсь, не воспримите как укор, да. Я с 2014 года не слышал, чтобы кто-то говорил, что в нашем национальном законодательстве заложена какая-то бомба, которая несет какие-то для нас угрозы и так далее. Как только мы соглашением реализовали 262 статью и открыли механизм, заложенный национальным законодательством, мы получили активное противодействие, активное противостояние. Я начну опять, записывал здесь все.
Значит, начну по порядку. Уважаемый Леонид Михайлович, вы зачитывали, значит, позицию касаемо экономических дел, зачитывали обществознание, учебник. Я вам тоже хочу пару цитат привести. Это ряд, кстати, вот белорусские ученые, Вабищев и Маньковский, которые полагают, что в самом общем виде экономическая деятельность представляет собой деятельность стоимостного характера, направленная на создание материальных и нематериальных благ. Например, есть профессор... Спорить. Да, ну, есть профессор Белых, который экономическую деятельность определяет хозяйственной активность индивидов, их объединений по производству, распределению, перераспределению материальных благ в рамках товарно-денежного обмена, ну, и так далее. То есть, почему я сейчас, значит, зачитываю вам вот эти определения, это знаменитые ученые, потому что мы начали с того, что регулирование общественных отношений в данном соглашении носит узкий характер и не выходит за пределы, которые мы бы назвали бы опасным. У нас есть коммерческая предпринимательская деятельность внутри нашей страны. Эта деятельность регулируется нашим гражданским, гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным законодательством. Да. По поводу. По конкретному, например, Панов. Давайте конкретно. Как раз у меня написано. Да, как раз у меня записано через вопрос. Зачем мы будем... Значит, по поводу Панова довожу, значит, до вас свою позицию, отвечаю прямо. Ситуация Нет, связанная... государственную позицию. Я государственную позицию не представляю, я представляю позицию министра юстиции и свою лично как гражданина. Наверное, в целом государственную позицию будет президент представлять. Значит, по всем оценкам ситуация, связанная с коммерческим спором между гражданином Пановым и гражданином Республики Абхазия, не является предметом регулирования этого соглашения. Не является. Почему? Потому что в соответствии с, значит, конкретно статью я вам сейчас зачитаю, в соответствии с нашим процессуальным законодательством, это статья 1196 Гражданского кодекса Республики Абхазия, это часть 3 Гражданского кодекса, выбор права сторонами договора. То есть стороны договора выбирают право. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению. То есть в случае с Пановым... Они какое-то уже право выбрали? Сейчас я скажу, да. В случае с Пановым, как пример, вот если гражданин Российской Федерации и гражданин Республики Абхазия создают предприятие совместное, закон сейчас не устанавливает СП, это просто юрлицо. Это предприятие регистрируется на территории Республики Абхазия. Подготавливается так называемый учредительный договор. Если мы с вами, будем примерно с вами приводить, вы российский гражданин, я гражданин Абхазии, если мы с вами в учредительном договоре пропишем, что в случае коммерческого спора мы будем, значит, применять нормы и, значит, пойдем в суд в Республике Абхазия, мы с вами это установили в учредительном договоре, мы пойдем здесь в суд. В случае с Пановым почему другая ситуация? Потому что учредителем этого предприятия был гражданин Российской Федерации, а гражданин Республики Абхазия в учредительных документах соучредителем не был. Он был просто рядовым сотрудником. Почему? Ну, я факту. По факту, да. По факту, нет, то есть по документам. Де-факто они были компаньоны, равноправные компаньоны. Но де-юре, по тем документам, которые они составили, они были учредитель и рядовой сотрудник. Когда у них произошел гражданский спор, бытовой спор, не знаю, сейчас предмет мне неизвестен, разумеется, Панов пошел в суд и поднял документы. И когда Панов увидел, что в документах наш гражданин Республики Абхазия не значится как учредитель, у которого долевое участие и так далее, он спокойно обратился в суд и должен был законно получить. То есть в связи с тем, что здесь в делопроизводстве находится Поэтому уже невозможно выехать на территорию Российской Федерации. Я вам не зря. Вот смотрите, я вам сейчас, почему я хотел, чтобы вы для себя знали. Ну, сейчас я тогда закончу. Почему я хотел вам зачитать конкретную статью? То есть, в целом, это соглашение приводит к тому, что должно привести к тому, что наши предприниматели должны быть более внимательны при составлении документов. Это такая определенная дисциплина. Почему это важно? Мы, например, вот есть такие вот тонкие вещи.
безграмотности. Да, я не хотел так сказать. называть. Ну, Вот ничего есть страшного, элементарные я к вещи. себе Да? это Мы пошутил когда очень. заключаем договор, все соглашение, юристы. договор там, и так далее, мы можем не обратить внимание, где написано там место заключения договора. Да. И, например, написать там город Москва. Вот это даже вот это вот является основанием в дальнейшем судебный процесс, чтобы происходил не на территории Республики Абхазия. С точки зрения нашего законодательства, это соглашение и наше законодательство в целом предоставляет разные возможности. Какой вы предположим, видите в этой ситуации выход из положения, как какого? решить этот вопрос? Установлен? Да. И второй, я хотел бы сказать, я не Да. согласен здесь с вашим Ну, видением. сейчас тогда я квалифицированный закончу. Да, давайте специалист. чуть-чуть, Я закончу. да, Значит, мы будем- мой вывод основан на нормах Долго гражданского работаем. процессуального кодекса. Хорошо. Значит, следующий вопрос. Значит, вот вы говорили, да, там мысль выехать и привести судебное решение. Но это не бывает так просто. Значит, это соглашение не подразумевает, что мы с вами имеем там совместное предприятие здесь, в Абхазии, я там гражданин России, и вдруг захотел, А как поехал оно и принял. подразумевает? Как подразумевает, рассказываю. Значит, гражданский кодекс, гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное законодательство устанавливает, что спор будет в том суде, если договором иное не понял, установлено, да. где зарегистрировано предприятие, то бишь в Республике Абхазия, и находится сам объект. Если речь идет о гостинице, которую гражданин Абхазии и гражданин России в Абхазии построили, гражданин Абхазии и гражданин России гостиницу построили на территории Абхазии, это первый пункт. Да. И предприятие, ну то есть юрлицо, Здесь. ООО, А вы- зарегистрировано здесь. Это уже два пункта того, что он никак не может Просто проехать туда и прекрасно, там. очень доходчиво объяснили вопрос. А вы можете сказать, что я вам пример привел, настоящий живой, связанный с добычей нефти на территории Абхазии, где у нас зафиксировано, что мы берем на себя обязательство судиться с российской стороной, там, по ихним законам и так далее. Вы Отвечаю. можете утверждать, и это просто пример, вы можете Да, я утверждать, отвечу что на это, да. тысячи этих совместных предприятий, вы знаете, на каких основаниях составлены документы, и что они все эти документы исключают возможность выехать и принимать решения там. Даже в случае с Пановым, я думаю, если статья поменяется, и он иск по-другому подаст у себя в стране, они примут его к рассмотрению. Здесь не все так однозначно, как вы говорите. Вы сами прекрасно знаете, какие есть возможности, особенно для крючкотворцев и юристов. Да, я Конечно, отвечу. я же спросил. Значит, вы задали вопрос, связанный с тем, что там нефть и так далее. Я не знаю, о каком примере вы говорите, Не, но ну, знаю точно, что, я могу например, объяснить. да, я отвечу на вопрос. Ну, например, мы создаем совместное предприятие, или я там хочу получить займ, кредит, потребительский или еще какой-то в Российской Федерации, или приезжает компаньон. Я могу на начальном этапе с ним договориться. Вот он приезжает и говорит, для гарантии моих финансовых инвестиционных вложений я тебя прошу как своего компаньона. Если ты не возражаешь, давай в нашем учредительном договоре мы укажем, что местом разбирательства будет, да, там, суд в Российской Федерации. Я могу на это согласиться, могу не согласиться. И это вне зависимости от того, ратифицировано соглашение или нет. Это происходит и сейчас. Сейчас Я вопрос пойду дальше. можно сразу, я извиняюсь, нам так легче, вы грамотно объясняете, мне очень приятно вас слушать. То есть в этой ситуации, по поводу вопросов с нефтью, я же говорю о том, что я не вижу здесь, ну да, написали, кто-то подписал, кто-то с кем-то договорился. Ну расскажу позже, здесь, наверное, многие знают, что это такое. Я не вижу, я об этом пытаюсь все время, я не вижу нашего интереса. В чем? Мы, когда мы, Нам вот я интересно. привожу пример, да, вам, о котором, к сожалению, вы не знаете, но вы уловили, вы говорите, да, но если они так договорились, то что делать? Ну, я говорю, тут вопрос, почему это вызвало ажиотаж в обществе, ну, к сожалению, возможно, вас здесь просто не было, поэтому вы не слышали. Когда нам говорят, что приедет компания, будет добывать нефть, там, Окум оттуда началась на шельфе и так далее, Я понял. встал вопрос о рисках. Экологических сразу вспомнили, мы же не что пошли на на это. американском шельфе произошло, еще что-то там, разные ужасы и так далее. Ну, вопрос в чем, почему он возмутил общество, этот вопрос. А в чем наш интерес, если у нас здесь, не дай бог, кто-то нагадит, а судиться мы будем у него с огромной компанией там и так далее. Теоретизирую еще раз, абсолютно негативно не отзываюсь о дружественной стране и так далее. Пример, я еще раз хочу понять, в чем
наш интерес. Вы грамотно излагаете, очень доходчиво. На самом деле многие вещи я не понимал в этом документе. Приятно слышать. Но тем не менее я не могу понять, почему мы эти решения должны принимать там. Но если кто-то договорился, тогда давайте везде расшифровывать, писать и так далее. Вы знаете, мы законы принимали многие с отсылками на какие-то законодательные акты. Но было и немало законов, при которых приходилось просто расшифровывать. Надо, наверное, об этом писать в соглашении. Но вы сейчас будете мне говорить о статье. Да, но я с вами уже несколько раз не согласился, потому что я тоже обращался к документам в Российской Федерации по их арбитражам, как они рассматривают эти вопросы. И я думаю, если у них будут приниматься эти решения, касающихся наших там граждан в том числе, они будут приниматься, наверное, по ихним законам. Нет, вот это я и хочу вам сказать. Вот обратите внимание, глава 67 Гражданского кодекса, часть 3, статья 1180. Личный закон физического лица. То есть, если это касается физического лица и появился спор, я далеко не буду заходить. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которого это лицо имеет. То есть гражданин республики, вы же об этом сейчас говорили? Гражданин Республики Абхазия, здесь предприятие, личным законом его как физлица является гражданство Республики Абхазия. 1187. Личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо. То есть если у нас совместное предприятие, ну, оно в любом случае зарегистрировано здесь, в Абхазии, раз гостиница условно у нас здесь зарегистрировано. Значит, по статье 1187 мой соучредитель не сможет туда поехать и в Сахалине принять решение. Мы в любом случае остаемся в рамках абхазского государства и права. И еще раз, ну вот последнее, да, это выбор 1196. То есть изначально мы можем выбрать. И теперь я отвечаю на ваш вопрос. В чем наш интерес? Вот, например, значит, есть же такие вещи, как кредитование, банкинг и так далее. Вот я, например, сегодня хочу открыть в Республике Абхазия предприятие. Опять-таки вернемся к той же злосчастной гостинице. Я хочу попросить кредит в российском банке. Там процентная ставка намного ниже, там есть льготные условия и так далее. Я могу прийти в российский банк и сказать, я хочу в Абхазии построить гостиницу. Они мне говорят, в связи с тем, что значит, глава 26 арбитражно-процессуального кодекса Республики Абхазия не работает в связи с отсутствием соглашения, мы хотим дать тебе деньги, потому что Абхазия окупаема, вы человек добропорядочный и так далее, но не можем, потому что в случае чего наши риски не оправданы, мы не сможем вернуть сюда деньги. Когда будет это соглашение, если оно будет ратифицировано, российский банк скажет, мы можем доверить деньги абхазскому предпринимателю, потому что там, экономически быстрее окупаются денежные средства, и поэтому банк будет заинтересован дать эти деньги. Очень заманчиво будет заинтересован. И вот основная цель Но этого по факту соглашения закончится тем, что будет огромное количество судебных решений, не в срок достроенные гостиницы. Нас это должно дисциплинировать. Почему я должен страдать с глубоким уважением к вашим знаниям и к тому, что вы говорите. Уже завершать. Давайте мы начнем себя дисциплинировать сами. Вы нам предлагаете, вы знаете, это петля, в которую мы голову когда засунем, мы уже не высунем. Я понимаю ваши, я понимаю, что мы уже сейчас 20 в эфире, давайте мы очень много одно и то же говорим, давайте конкретно. Последний ответ, значит, я хочу, здесь чтобы мы подвели записывал, итоги. вы мне говорили про Пицунду, значит, соглашение подписано тайно, с этого вы начали. Тайно подписано соглашение. По Пицунде, я говорю про соглашение, которое я подписывал. Мы его подписывали на Петербургском юридическом форуме. Мы его подписали открыто. Мы выложили это соглашение, и кабинет министров, и правительство, всем было известно это про подписание. Никакого тайного подписания не было. Если вы узнали о существовании этого документа, нет, вы можете говорить за все общество. Вы за все общество можете говорить. Вы видели мое выступление?
выступление. Я задал вам вопрос. Вы Я- можете говорить за все общество? Как Я сильно в этом я точно сомневаюсь. могу больше вас за общество говорить, потому что я В с ним связи с общаюсь чем? каждый день. А я, по-вашему, не общаюсь? Ну, судя по тому, что это соглашение мы узнали только сейчас, вы не общаетесь с обществом. То вы узнали только сейчас. я Вам открыть говорю сайт общество. Министерства Пове- юстиции Да, продемонстрировать? Поверьте Да, мне, давайте себе, уже, товарищ, пока я давайте это конкретно по соглашение делу, не да. озвучил, многие люди о нем не знали. Я вам То говорю есть по вы факту, как сообщили есть. обществу об этом соглашении. Вы это хотите сказать? Большинство людей, которые о нем узнали, узнали его от меня. От Когда вас. я его, поверьте мне, это Я не медицинский верю факт. вам. Да. Я не Я вам верю тоже вам. не верю, после того, как Да, вы здесь чё вы выступали и говорите? говорили, что Пицунское Я на соглашение это тоже хорошее, и в нем Да, нашли ошибки. давайте, Вашим словам Адгур, больше нет доверия. Адгур, так, чуть-чуть, Уважаемый Хочек министр. Хайзыцеревич. Понимаете? У вас хороший лично. диалог, Да. давайте. Уже- Я вам отвечу насчет, значит, доверия к моим словам. Значит, что касается Пицунды. Я думаю, что вы не забыли, я являюсь министром юстиции. Для меня мои основные познания находятся в области права. И я вот здесь выступал с самого начала по самый конец как министр юстиции. Все измышления мои и рассмотрение этого проекта соглашения в рабочем порядке были связаны с юридическими вопросами. Я не являюсь землеустроителем, и даже при большом желании это не входит в сферу моей компетенции, поэтому говорить о том, что не нужно было вам это говорить, скажу вам так. Поэтому сегодня я Что мне могу надо говорить, спокойно... я знаю, поверьте Нет, мне не Да. надо вы знать, можете что мне говорить, но оно не должно затрагивать меня. И что вы закончу говорите, это тоже я, не должно меня значит, затрагивать. Вы это сделали опять-таки не раз, вашими кстати. словами. Вы говорите, я это соглашение расцениваю как экономический Гаагский трибунал для абхазского народа. Ну, как вы говорите, раз вас все общество слушает, я хочу вам и на это ответить в том числе. Назвать данное соглашение экономическим Гаагским трибуналом все равно, что назвать его судом Осириса из книги мертвых. Вы спросите, почему? Потому что ваше высказывание точно такой же и древнегреческий миф. И я вас прошу прекратить давайте заниматься чуть-чуть, политической ну, я Да. мифологией. Давайте мы Это уходим мой от вам темы, ответ. Это давайте- была моя оценка Значит, этого В договора, конечном потому что итоге, приличных значит, слов, Сима, чтобы я ваше хочу соглашение закончить Да, вот я эту вам- эту озвучить, часть я своего давайте не вот- выступления. Поэтому я Хочу использую выражение «гагский закончить трибунал». свое Дара, выступление хапит. тем, хочу свое выступление закончить тем, что меня всех же нас что-то беспокоит. Меня в том числе беспокоит то, что, на мой взгляд, у нас появляется какой-то клуб рассерженных экспертов. Когда ты, я говорю за себя, открываешь просторы интернета и видишь людей, за которыми тезисы записываешь, и умиляешься о том, как вообще на них отвечать. У общественных деятелей, у политических деятелей, на мой взгляд, должна быть такая вещь, как ответственность, политическая ответственность в том числе. И говорить те вещи, которые я слышал, и на некоторые из них я сегодня пытался парировать, это два варианта. Либо юридическая безграмотность, либо умышленное введение нашего общества в заблуждение. Я призываю всех нас быть ответственными и в качестве экспертных оценок ссылаться на нормы законодательства. Спасибо за внимание.